Члены Общественной палаты Коми проинспектировали строительство Сереговского санатория. С мая месяца именно тогда в последний раз общественники посетили стройплощадку, многое изменилось. Почти готовый бассейн, обеденный зал, номера. В грязелечебнице уже стоит новое оборудование. Готовность лечебницы 90-95%. Увиденным ревизоры остались довольны, но заявили, стройку контролировать намерены и дальше. Почему, знает Елена Кононова. Первая точка – бассейн. За 4 месяца он изменился до неузнаваемости. Уже готова крыша с витражными окнами, 2 чаши, гидроизоляция, электрика. Смонтировано все технологическое оборудование. Впереди внутренняя отделка. На завершающем этапе здесь установят аттракционы. У общественников сразу возник вопрос, откуда будет поступать вода и куда уходить. Водозабор мы сейчас строим, то есть на санатории запроектировано достаточно большое потребление воды, то есть этим вопрос будет решен. А по спуску воды тоже вопрос решается, то есть здесь тоже ничего такого нет. В обеденном зале полным ходом идет отделка. Почти готовы потолки, завершается покраска и укладка плитки. Кухонное оборудование уже тоже смонтировано. Сейчас строится переход, который соединит зал с главным корпусом. По переходу по этим лестницам попадаете в обеденный зал. Для МГН предусмотрено отдельный пандус, отдельный выход, чтобы они могли на коляске оттуда добраться. В общественных и спальных корпусах сегодня исправляют недоделки и монтируют лифты. Огромный кинозал уже готов принять первых посетителей. В рекреации осталось поставить диваны для отдыха. Грязелечебница тоже готова. Общественники тут же интересуются, а как будут утилизировать использованную грязь. Руководство санатория уверяет, вопрос почти решен. Грязь проходит на регенерацию, то есть она используется дважды. После уже второго использования она у нас уходит на отстойник, где скапливается, откуда будет откачиваться специальной техникой и вывозиться на полигон утилизации, который находится неподалеку от санатория. Место уже определено и согласовано с районными властями Нижнепогосска. Почти готовы в новом санатории водозабор и очистные сооружения, но они еще не подключены к электричеству. Как поясняет подрядчик, ресурсоснабжающая компания никак не подаст свет по постоянной схеме. По неизвестным причинам обещает сделать это только к декабрю, поэтому строители вынуждены пользоваться переносными станциями. Мы все лето работали на электростанциях, у нас подрядчик купил 20 их возят из города сюда, чинят постоянно, тут жгут солярку, вот, чтобы только это все не остановилось. Но мы сейчас подходим к такой стадии, когда мы должны подключиться, должны включить это оборудование, и оно должно начать работать. И вся электроника, весь производственный цикл, рабочий цикл этого оборудования, да, оно зависит от постоянной схемы электроснабжения. То есть и достаточно мощно. Все проблемы, связанные с ведением санатория, обсудили уже на совещании. Отдельно остановились на кадровом вопросе. Сегодня 100 специалистов действующей здравницы в Серегово уже пожелали перейти в новую. Еще 50 резюме поступило в Минздрав Коми. Сегодня главная проблема для нового санатория – как набрать огромный штат специалистов – 450 человек. Желающих много, но все они в первую очередь спрашивают, есть ли жилье, место в детском саду, в школе. Все эти вопросы на сегодняшний день еще не решены. По проекту для специалистов санатория намеревались возвести жилые дома. 1 на 60 квартир построили, 2 на 100, дальше фундамента не поднялся. Сегодня представитель Министерства здравоохранения озвучила, что они обращались с таким предложением в Министерстве экономики, но от них пока ответа нет. Я думаю, что это надо более настойчиво ставить эти вопросы и добиваться финансирования строительства этого объекта, чтобы вошло строкой в бюджете. В противном случае набрать специалистов для нового санатория не получится, считают общественники, а потому они и дальше намерены строго следить за ходом строительства и решением всех проблемных вопросов. Елена Кононова, Василий Янин, телеканал Юрган, Нижнепогосский район.